Девушки в вечерних платьях, а кавалеры в парадных фраках. Такова картина, открывающаяся гостям Пушкинского бала в стенах Госуниверситета. Впервые праздничное мероприятие состоялось в прошлом году к юбилею поэта. Организаторы, сотрудники и руководство вуза решило сделать его традиционным. Студенты готовились к празднику основательно. Праздник поэзии и танцев открыли величественным танцем полонез, без которого не обходилось ни одно торжество времен Пушкина. Под звуки вальса и мерцаний свечей участники воссоздали атмосферу светских балов XIX века, перенося зрителей в эпоху Александра Пушкина. В дверях Эдема ангел нежный, главой поникшую сиял, а демон мрачный и мятежный над адской бездною летал. В зале присутствовали школьники республики, которые с интересом наблюдали за торжеством, ознакомились с правилами светского этикета. Романсы и танцы сменяли друг друга, со сцены звучали строки из стихотворений великого русского поэта. Дамы и господа, позвольте мне подарить вам романс «Очи черные». Маэстро, музыку. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и В мероприятии участвовали не только студенты Юго-Осетинского государственного университета. Были приглашены представители российской 4-й базы, а также учащиеся первой школы поселка Ленингор. Умеете ли вы вальсировать? Умею. Так пойдемте, пойдемте. Я попрошу брата сыграть нам вальс. Мы вообразим, что мы птицы, что мы летаем, что у нас выросли крылья. В зале царила особая атмосфера: костюмы, музыка, поэзия – все в лучших традициях светских балов. Со сцены звучали строки, переведенные на осетинский язык из бессмертного романа Евгения Онегина. С интересом за действом на сцене наблюдали приглашенные почетные гости: министр образования Аслан Лулаев, полномочный и чрезвычайный посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов, руководитель Россотрудничества в Южной Осетии Сергей Комиссаров. Ректор ЮОГУ Вадим Дедеев выразил глубокую благодарность организаторам за прекрасный вечер. Лично сам получил огромное удовольствие. Не могу не высказать слова благодарности в адрес Министерства образования и науки Республики. Аслан Давидович. Наше сотрудничество, оно показывает, что именно так и надо, когда студенты, школьники вместе проводят мероприятия, это сближает. Руководитель Русского дома в Южной Осетии Сергей Комиссаров отметил выступление учеников из самого отдаленного района Республики Ленингора, выразив надежду, что с каждым годом Пушкинский бал будет привлекать все больше участников. В этом году к нам присоединились золотая молодежь, дети с Ленингора, которые со своим выступлением порадовали всех нас. Сейчас мы были свидетелями настоящего праздника, праздника культуры, праздника русского мира, оплот которого здесь, в Южном Кавказе, как раз находится в Цхинвале. А сердце русского мира, наверное, это университет. Главными участниками вечера стали студенты факультетов международной журналистики, иностранных языков и русской филологии. Анжела Кукоева, Рауль Кочев, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня.